Прямой эфир Якутия-24. Вы смотрите программу «Итоги дня» в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Очередное громкое дело. Замминистра Якутии подозревается в превышении полномочий при госзакупках. Она под подпиской о невыезде. Дело рук вандалов. В городе Нерюнгри неизвестные в многоквартирном доме устроили течь на крыше. Экономическая нецелесообразность. Этим объяснили закрытие клуба и библиотеки в селе Якакут Алданского района. Переход на цифру с помощью добровольцев. 500 волонтеров по Якутии будут помогать жителям подключаться к цифровому эфирному вещанию, как подать заявку. «Назад в будущее» под этим названием в Мирном открылась выставка народного прикладного искусства. Представлены уникальные работы. Гонка звезд. В Алдане состоялся лыжный спринт. Участие принял олимпийский чемпион Никита Крюков. В отношении исправительной колонии номер 7 Росприроднадзором возбуждено 2 административных дела по факту разлива сточных вод в протоку реки Лена. Учреждению грозит штраф в размере до 400 тысяч рублей. У колонии есть 1 месяц на то, чтобы устранить причины, повлекшие утечку сточных вод. Напомним, на днях Якутский комитет охраны природы подтвердил факт сброса сточных вод с территории исправительной колонии. Общая площадь разлива – 20 тысяч квадратных метров. В результате разлива на ледовой поверхности образовалась наледь темно-желтого цвета. Отобранные пробы подтвердили, что это фекальные воды. Эта проблема не сегодняшнего дня, она давно Там ситуация банальна. Там просто переливается, не успевают выкачивать. Коллектор, канализационный коллектор, у них внутри, который расположен внутри колонии, он переливается. И, соответственно, он попадает в почву, и потом через мерзлый год он вытекает в сторону протоки. И в результате загрязнения водного объекта водоохранной зоны происходит. Под подпиской о невыезде находится заместитель главы Минздрава Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Замминистра ведомства подозревается в превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланчбоксов для пациентов в республиканской больнице. В Министерстве здравоохранения Якутии сообщили, что следственные действия связаны с деятельностью компании Медфуд, которая более 10 лет занимается организацией питания для пациентов ряда медицинских учреждений республики. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая допустила умышленное нарушение положений федерального закона. При подготовке конкурсной документации для закупки в интересах республиканской больницы партии ланчбоксов, применяемых для организации питания пациентов, она, используя служебное положение, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса. Тем самым она нарушила конкурентные способы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается. К другим темам введено ограничение до 30 тонн на ледовых зимниках через реку Лену, а именно на ледовых переправах по направлениям Верхневилюйск, Жархан, Кюндядя, Устье и Крестях и автозимника Якутск, Нижний Бестях, Хатасы, Павловск и Кангаласы-Соттинцы. Сотрудники ГИМС рекомендуют водителям большегрузных автомобилей соблюдать весовой режим и не рисковать жизнями. Кроме того, за нарушение предполагается административный штраф для юрлиц. Сумма может достигать до 1 миллиона рублей, на должностных до 50 тысяч, а на физлиц до 5 тысяч рублей. По итогам комиссии грузоподъемность снизили от 40 до 30. Ориентировочное закрытие ледовой переправы 16 апреля. До этого будет снижаться до 20, до 10. Правительство страны и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на топливо до июля. Таким образом, были продлены договоренности, заключенные в ноябре прошлого года. Соглашение подписано, уже все расписались, сообщили в правительстве России.
Переговоры по вопросу дальнейшей приватизации алмазодобывающей компании «Алроса» не ведутся. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Иванов. Снижать долю в такой перспективной компании в ближайшие годы ни Российская Федерация, ни Якутия не заинтересованы. Но это решение акционеров, сказал Иванов. Он добавил, что, по мнению акционеров, компания существенно недооценена. Напомним, государство в лице Росимущества владеет 33% акций «Алроса». Также акционерами выступают Республика Саха-Якутия, которой принадлежит 25% акций, и Улусы Якутии, у них 8%. Ну а в свободном обращении находится почти 34% акций компании. В городе Нерюнгри жильцы многоквартирного дома по улице Дружбы народов 5/1 обнаружили, что течет крыша, заливает квартиры. Выяснилось, что в этом виноваты вандалы. Однако, по словам жителей, такое не раз бывало и из-за дождей и ливней. В теме разбиралась Екатерина Павлова. Вчера приехали домой, получается, зашли, вот увидели ситуацию, то есть тут все бежало, на полу была вода. Проблему собственники обнаружили 3 апреля и сразу же оставили заявку в управляющую компанию «Жилремсервис», которая обслуживает дом с 2011 года. Оставшись без света на следующий день, жильцы узнали, что проблему решили, просто подставив ведра на чердаке. То есть они пришли, посмотрели, поставили ведра и ушли, закрыли этот чердак. И на следующий день, 4 числа, никто не приходил уже, дальнейшего, видимо, ничего дальше не сделал. Потому что я думаю, если бы они пришли, как адекватные люди, они бы увидели то, что куча воды на полу. И все. И вплоть до того, что это дошло, что вода была на 1-м этаже, то есть по щитку все текло. Управляющая компания «Жилремсервис» пояснила, что причиной засора ливневой канализации 8-го подъезда стала пластиковая бутылка, оказавшаяся в середине трубы. Другими словами, это акт вандализма. И поступил совет о воспитании в жителях культуры поведения. Но, по словам собственников, ситуация с потеками случается в подъезде не в первый раз. Такие же моменты бывали и летом, вследствие сильных дождей. У нас по подъезду нет ни у кого задолженности. И мы хотим получать за оплату свою, своевременную, мы хотим услуги нормальные получать. Качественные услуги, да, действительно. Недавно жильцы собрали инициативную группу для обсуждения и решения проблем своего подъезда. Чтобы двигаться дальше, переизбрать членов правления ТСЖ, выбрать нового председателя и взаимодействовать с компанией на, так скажем, языке закона. То есть будем требовать с них документы и обращаться в дальнейшие инстанции, потому что это бесполезно. Жильцы бьются, пишут жалобы, то есть реакции вообще абсолютно никакой на это не поступает. Управляющие компании призваны эффективно распоряжаться средствами, выделяемыми на эксплуатацию и обслуживание дома, заниматься его ремонтом и благоустройством. На практике же сотрудничество с управляющей компанией зачастую выливается в противостояние между жильцами и руководством. Эти отношения порой кажутся слишком запутанными. Ответственность и заинтересованность в эффективном решении вопроса должна быть у обеих сторон. Только в этом случае возможны реальные улучшения состояния дома и прилегающих территорий. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. В селе Якакут Алданского района закрыли местный дом культуры и библиотеку. Решение объяснили экономической нецелесообразностью и невозможностью ремонта здания, рассказывает Татьяна Вахнина. Супруги Корякины – старожилы Якакута. Здесь повзрослели их сын и дочь. Теперь подрастает внук. Артемке Наталья посвящает все свободное время. Пару лет назад она вышла на пенсию. Ушла не по собственному желанию, а в связи с закрытием клуба, в котором она занимала единственную должность – директора. С ноября месяца работала в тубольнице кладовщиком. Ввиду того, что дочь студентка 3-го курса медучилища, внуку 3,5, в поселке нет садика. Она ездит каждое утро, вот сижу с внуком. Дискотеки, сельские сходы и собрания – все важные мероприятия проходили в бывшем Процнабе, где последние 15 лет располагался клуб. Уют в залах Наталья Геннадьевна создавала своими руками. Украсить большой зал помогала дочь. В 2017-м клуб был закрыт. Ремонтировать аварийное здание, балансовая принадлежность которого к тому же не определена, смысла не было. Конечно, и клуб-библиотека, нас пусть мало здесь, очень мало народу, но 5-6 человек всегда собирались. А люди без праздников остались совсем. Жизнь замерла в поселке. Вместе с клубом была ликвидирована и библиотека Якакута. Людмила Кузнецова много лет заведовала сельской читальней. Литература и периодика пользовались у якакутцев востребованностью и интересом. Фонд библиотеки был богатым. Был нормальный фонд.
Хватало, на нас хватало. Книжки новые поступали постоянно. Книжный фонд Якакута был передан в библиотеку соседнего поселка. Ветхие списанные книги разобрали жители. С ликвидацией клуба и читальни бытие каждого человека оказалось ограничено стенами дома. Людмила Ивановна скоро уедет из села. На выделенные из местного бюджета деньги она купила квартиру в Нижнем Куранахе. Житейские перемены особой радости не вызывают. Как-то неправильно получилось, что кто-то остается, кто-то уехал. Я понимаю, когда раз все выехали, да? Всем дали все это. А так вот как-то не очень. И маленько тоскливый поселок, жалкий. Помимо туберкулезной больницы, клуб и библиотека были последними организациями, действовавшими в селе. Предприятия, магазины, школа, садик и фельдшерско-акушерский пункт закрылись давно. Скоро Якакут покинут последние 17 семей. Они будут переселены в соседние поселки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Якакут. Сейчас перерыв на рекламу, ровно 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы. Переход на цифру с помощью добровольцев. 500 волонтеров по всей Якутии будут помогать жителям республики подключаться к цифровому эфирному вещанию. Как подать заявку? «Назад в будущее». Под этим названием в Мирном открыли выставку народного прикладного искусства. Представлены уникальные работы. И гонка звезд. В Алдане состоялся лыжный спринт. Участвовал олимпийский чемпион Никита Крюков. Якутия-24, программа «Итоги дня». Влад Давыдов в студии. Продолжаем выпуск. 500 волонтеров по всей Якутии будут помогать жителям республики подключаться к цифровому эфирному вещанию. В Министерстве связи региона в эти дни завершилось обучение этих добровольцев. Подробнее Дмитрий Тымыров. Сегодня в формате видеоконференц-связи специалисты министерства пообщались с руководителями муниципальных районов, где рассказали о том, как должна идти работа волонтеров на местах. Сегодня прошел последний этап обучения волонтеров по подключению цифрового эфирного телевещания. Мы задействовали по республике около 500 волонтеров. Волонтеры у нас охватят все 390 населенных пунктов, которые на сегодняшний день имеют возможность принимать цифровое телевидение. Это где проживает 95% жителей нашей республики. Так, волонтеры, которые будут помогать якутянам, не должны устанавливать и подниматься на крышу домов для настройки антенны, помогать перетаскивать телевизоры с одного места на другое и тому подобное. В их обязанности входит только настройка приставки или телевизора. Заявки на вызов волонтера можно оставлять по телефону горячей линии. В начале марта у нас заработал колл-центр, куда можно давать заявки на вызов волонтеров. По номеру 398-111 принимаются заявки в рабочее время. Специалисты Министерства связи уверяют, что проблем с цифровым вещанием в межсезонье не будет. Башни цифрового телевещания были установлены на возвышенных местах. Сеть цифрового вещания построена таким образом, что эта сеть у нас круглосуточно мониторится. То есть персонал, который в круглосуточном режиме мониторит работу сети. Если мы видим, что дистанционными методами у нас не получается восстановить работоспособность сети, тогда, естественно, у нас есть аварийно-профилактические группы. То есть это люди, которые также практически работают в режиме 24/7, выезжают на устранение всех нарушений. Напомним, Якутия, как и все другие регионы, должен перейти на цифровое эфирное вещание. Наш регион попал в 3-ю волну перехода на цифру, и это случится 3 июня 2019 года. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Работа нашего корреспондента Сергея Козюры, хранителя легенд «Шепот Алдана», после победы на Дальневосточном фестивале «Грань» в Хабаровске взяла призы сразу в 3 номинациях на 13-м российском кинофестивале «Золотой компас» в Москве, как лучший полнометражный фильм, лучший сюжет и лучший фильм о спортивном туризме. Более 500 работ из 60 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Украины были заявлены на этот фестиваль. И на фоне всех этих работ жюри фестиваля отметило фильм об экспедиции нерюнгринских путешественников-экстремалов. Когда видишь такие фильмы о путешествиях, о походах, то, естественно, возникает желание, тем более уже
весной пахнет, собрать рюкзак и срочно куда-нибудь рвануть. В Мирном открыли выставку народного прикладного искусства «Назад в будущее». В экспозиции представлены поистине уникальные работы мастериц студии «Уран». Все предметы сшиты вручную, рассказывает наша коллега Иванна Филиппова. Зинаида Иванова подготовила для выставки целый комплект. Только на создание этой шубы она потратила год. Такое нарядное зимнее пальто носили зажиточные якутские женщины в начале 19 века. Чем выше был статус его владелицы, тем богаче была отделка одежды. Шуба считалась показателем высокого положения в обществе. Она снутри подбита с меха лапы песа, сверху внутри и материал сукно. И на сукно вот бисер. Это вот готовится ковер, панно большое. Коллективная работа студийцев наших называется «Лоскутная мозаика в традиционной якутской технике». Каждый квадратик был изготовлен отдельной мастерицей, каждая по отдельности. Специально подбирались цвета, потом уже соединились в один общий ковер. Эти предметы привлекают внимание не только красочностью, но и техникой исполнения. Все работы выполнены в традиционном якутском стиле. Каждая деталь имеет свое значение. Например, орнамент на одежде. Он играет роль оберега, по поверьям, защищает от сглаза и злых духов. Тут специально вот такой декор, такой очень интересный. Что означает? Это означает мировое древо, срединный мир. Именно на декор спинки наших пальто олицетворяет жизнь на Срединной земле и объединяет весь комплект якутского костюма в единое целое. Свои работы мастерицы студии «Уран» уже представляли на республиканских, российских и международных выставках. Рукодельницы постоянно совершенствуют шитье. «Назад в будущее» так назвали очередную выставку, которая пройдет в Мирном 5 апреля. Без изучения своей прошлой культуры нет у нас будущего, потому что, изучая именно музейные образцы, оставленные нам мастерами прошлых столетий, мы учимся, постигаем народную мудрость, овладеваем техникой именно шитья традиционных вещей. Национальная одежда якутов, лоскутное шитье, панно и стилизованные аксессуары. Все это можно будет увидеть на выставке, которая будет открыта до 21 апреля в Универсально-театрально-киноконцертном центре «Якутск». Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». 4-й фестиваль КВН школьной открытой алмазной лиги состоится в Мирном 6 апреля. Игроки готовы покорить жюри и зрителей оригинальными шутками и номерами. Сюжет Натальи Николаевой. Они только вернулись из трехнедельной поездки, где участвовали в 20-м фестивале Океанской лиги, и снова готовятся к игре, но уже на родной земле. Во Владивостоке команда КВН-26 «Лучший вариант» еще раз доказала, лучше ее нет. Команда КВН «Лучший вариант» стала победителем спецпроекта Океанской школы КВН. Выиграла кубок разминки океанской, а это самый сложный КВНовский конкурс, как известно. Кроме того, ребята получили диплом в номинации «Лучшая шутка спецпроекта». Ну и проводилось в океане мероприятие «Океанская импровизация», и участник команды Мирон Фролов стал ее победителем. Как признаются сами ребята, придумывать шутки не так просто. Школьникам бывает даже сложнее, чем взрослым игрокам. Существует целый список тем, на которые запрещено шутить. Юмор должен быть детским, но не местечковым. Понятным и в то же время неочевидным. Шутка должна выстрелить, а зритель не должен догадываться о финале миниатюры. А сложно ли придумывать шутки? Достаточно сложно, потому что иногда тебе кажется, что это смешно, а другим людям не смешно, и приходится что-то с этим делать. Наши репетиции проходят довольно продуктивно и интересно, потому что каждый раз что-то меняется. В процессе мы можем как-то доработать выступление или немножко его переделать, что-то убрать, что-то добавить на свое усмотрение.
Весело и интересно проходят репетиции у команд КВН 7-й школы «Мирята» и МКС. Ребята еще новички в клубе веселых и находчивых. Они только недавно заявили о себе, но уже сегодня смешат зрителей и жюри. Участвовали в нескольких играх школьной лиги и, конечно, хотят быть похожими на своих кумиров. Успех старших товарищей вдохновляет юных КВНщиков и задает определенную мотивацию. Есть ли какой-то у тебя кумир, на которого ты хочешь быть похожа, может быть? Валентина. В последней игре мы пошутили, и благодаря этому мы получили грамоту, как раз-таки со всеми кумирами КВН. В кабинете стоит, красуется. И, в общем, она очень смешная, позитивная, у нее такая харизма, она мне очень нравится. 6 апреля фестиваль КВН соберет более 20 команд. Среди них уже бывалые титаны юмора и новички. Лучшие получат путевки в четвертьфинал. В этом году мы пробуем новый формат фестиваля, и у нас участвуют так же, как и команда рабочей молодежи, студенты и школьная команда КВН. То есть мы в этом году сделали первый большой фестиваль КВН, чтобы люди увидели, что помимо обычных команд, которые привыкли не видеть в открытой алмазной лиге, что жизнь КВН, она намного шире и намного больше. Приходите на КВН 6 числа во Дворец культуры «Алмаз» и покупайте заранее билеты. Наталья Николаева, Роман Ларин, Антон Каханский, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Воспитанники якутского клуба «Полярные волки» завоевали золотые медали на всероссийском хоккейном турнире «Кубок Содружества» в Сочи. В состязаниях приняли участие 8 команд из Краснодара, Орла, Ханты-Мансийска, Сочи, Севастополя, Донецка и Симферополя. Республику на турнире представляла сборная Якутска и Нерюнгри. Отмечается, что воспитанники якутской школы хоккея не потерпели ни одного поражения за все этапы соревнований и уверенно взяли золото турнира. Ну а в Алдане состоялась гонка звезд. Приняли участие именитые лыжники Якутии, в числе спринтеров олимпийский чемпион Никита Крюков, рассказывает Татьяна Вахнина. Пятая гонка звезд собрала на алданской лыжне именитых спортсменов Якутии. Формат соревнования спринтерский, но интересен тем, что участников случайной жеребьевкой разбивают на пары – мужчина и юноша. И они составляют мини-команду, которая стремится прийти к финишу первой. Команда состоит из 2 человек, 1 мужчина и 1 юноша. И интрига в том, что кто с кем будет бежать, будет известно только перед стартом непосредственно. Сейчас состоится жеребьевка, и мы узнаем, с кем побежит, например, наш Никита Крюков, кто ему достанется в пару. В числе 13 соревнующихся пар пристальное внимание было приковано к той, в которой бежал олимпийский чемпион Никита Крюков. Из источников, близких к чемпиону, стало известно, что Крюков готов сделать заявление об уходе из большого спорта. Однако Никита уклончиво отвечал на этот вопрос. Ну, слухи такие ходят, да. Пока преждевременных заявлений не буду делать, а время само все рассудит. У меня был такой свободный год, скажем, затянувшийся отпуск. И за это время удалось подумать, покопаться в себе и понять вообще, чем же все-таки хочу заниматься в будущем. Гонка звезд для некоторых ее участников стала разминкой перед чемпионатом республики, который стартует уже в это воскресенье и продлится в течение всей следующей недели. В чемпионате примут участие спортсмены из районов Якутии и городов Амурской области. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24, будьте всегда в курсе.